В августе 1914 года в связи с началом Первой мировой войны на Северном Кавказе была сформирована Кавказская туземная конная дивизия, которая чуть ли не с первых дней своего образования получила неофициальное название «Дикая дивизия». Командующим дивизией высочайшим указом был назначен младший брат императора генерал-майор великий князь Михаил Александрович. Главное ядро дивизии составляли кавалеристы. Дивизия состояла из 6 полков. Полки получили свои названия по признаку этнической принадлежности и личному составу. Это кабардинский, дагестанский, татарский, чеченский, ингушский и черкесский. При дивизии была сформирована пулеметная команда из матросов Балтийского флота. В дивизии также был организован и свой собственный дивизионный лазарет. Принятый в дивизию всадник получал коня и все снаряжение, но обычно он являлся со своим конем и холодным оружием, стоимость чего по казенной расценке ему выплачивалась. Жалование в дивизии было высоким – 25 рублей в месяц, а за каждый Георгиевский крест добавлялся еще по 3 рубля. Дивизия с первых дней своего существования стала стремительно приобретать черты элитной и боеспособных частей Российской императорской армии. Каждое ее выступление в целом или отдельных ее полков – это сплошной героический подвиг, проявление высшего мужества. В истории Дикой дивизии не было ни единого случая единоличного дезертирства. Создание Ингушского конного полка завершилось к октябрю 1914 года. Недостатков добровольцев не было, и это потребовало довольно тщательного отбора всадников. Командиром Ингушского полка высочайшим приказом был назначен полковник Мерчуля Григорий Алексеевич, лихой кавалерист, спортсмен, а также преподаватель офицерской кавалерийской школы в Гатчине. Служба в полку была престижной. Ингушский конный полк в дивизии был единственный, который выступал на войну со своим знаменем. Это Георгиевский штандарт, заслуженный Ингушским конно-регулярным полком еще за участие в русско-турецкой войне 1877-1878 годов. В боевые действия Кавказская туземная конная дивизия вступила в ноябре 1914 года в составе 8-й армии под командованием известного генерала-адъютанта Брусилова. До конца войны дивизия попеременно входила в состав 2-го, 3-го и 4-го армейских конных корпусов. Большую часть войны провела в составе 4-й армии под командованием Личицкого на Юго-Западном фронте и лишь несколько месяцев на Румынском фронте. Особенно отличились офицеры и всадники Ингушского полка в бою 15 февраля 1915 года у небольшой галицкой деревни Цубабино. В ходе этого скоротечного боя австрийцы потеряли убитыми 320 нижних чинов и 3 офицеров. За геройское дело у Цубабина Ингушский конный полк был удостоен почетными серебряными георгиевскими трубами. В дни знаменитого летнего Брусиловского прорыва русской армии дивизия была придана в поддержку войскам 41-го армейского корпуса, находившегося в авангарде наступающей армии. После серии неудач генерал-майор князь Гагарин решает бросить на село Езержаны в неожиданную для противника атаку все 4 сотни Ингушского конного полка. 15 июля 1916 года в 3 часа пополудни сотни полка, скрытно выйдя на рубежи атаки, развернулись и с широкой обхватывающей лавой обрушились на сильно укрепленные позиции германцев. Бой постепенно перерос в яростное сражение на улицах селения. В результате блестящей атаки ингушей были полностью разбиты и перестали существовать считавшиеся отборные подразделения германских рот, с которыми опасались соприкасаться не только армии западных союзников, но и части русской регулярной армии. Император Николай II телеграфировал генерал-губернатору Терской области Флейшеру, цитирую, «Как горный обвал обрушился ингушский кавалерийский полк на германскую железную дивизию. Менее чем за 1,5 часа перестала существовать железная дивизия, гордость германской армии, с которой боялись соприкасаться лучшие воинские части наших союзников. Россия никогда не забудет сей беспримерный подвиг ингушей во славу российского Отечества. Честь им и хвала». Конец цитаты. Отличительная особенность Кавказской туземной конной дивизии составляла также в том, что она в числе немногих соединений Российской императорской армии в период революционной смуты сентября-октября 1917 года сохранила верность присяге, военный порядок и высокую боеспособность в своих частях. Офицеры и всадники дивизии особенно волнительно и тяжело восприняли весть об отречении императора Николая II от власти. Когда встал вопрос о принесении новой присяги Временному правительству, личный состав Кавказской туземной конной дивизии отказался присягать новому правительству Керенского, дав лишь ничем не подкрепленное письменное заверение рассматривать приказания Временного правительства России на предмет их годности к исполнению.
Кавалерами самые почетные среди российских офицеров награды ордена Святого Георгия и именного Золотого Георгиевского оружия стали ингуши-генералы Сасханбек Бекбузаров, Сазарком Альсагов, Ильберт Нальгиев, Тонт Укуров, подполковник Асламбек Катиев, подполковник-артиллерист Касым Долгиев и многие другие. Возвращаясь к ингушскому конному полку, через службу в которой прошло не менее 2000 ингушей, хотелось бы отметить, что после прибытия осенью на родину в период революционных катаклизмов полк стал надежным щитом, прикрывшим свой народ от многих кровавых бед. Как и другие национальные полки, он прекратил свое существование в марте 1918 года после установления советской власти на Тереке.